Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экрана телевизора. Сегодня это утро встречаем с вами мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Ну и, как всегда, мы желаем не просто доброго духа, но а также позитивного настроения, ведь сегодня понедельник, а это значит начало новой рабочей недели. Действительно. Ну и, конечно, самое время узнать, что же нас сегодня ожидает в нашем эфире. Во-первых, мы узнаем, повлияли ли зарубежные санкции на строительство многоквартирных домов, сколько стоит сейчас квадратный метр, мы поговорим о рынке недвижимости. Также предстоящий сезон готовит дачникам немало сюрпризов, как изменятся правила оформления документов, кто получит право на новые льготы и за что теперь можно получить штраф. Также поговорим сегодня мы о красоте и узнаем, из каких растений краснодарские предприниматели создают мази и крема. А также обязательно узнаем, какой минерал совсем недавно обнаружили якутские ученые. Ну а также, друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами для вас. И, конечно, у нас работает наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну а также мы приглашаем вас вступить в наш телеграм-канал. Для того, чтобы его найти, достаточно в строке поиска телеграмма написать «Слитно утро Якутии». Действительно, мы ждем обратную связь, и это отличный повод, ну, во-первых, как мы уже говорим, проснуться, ну, а также поздравить своих близких или передать пламенный привет. У вас есть на это в ближайший час. Да. Ну, а самое время начать с прогноза погоды. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. В заречной группе районов минус 10, минус 3. В южных районах 11-12 градусов ниже 0. В Вилюйской группе 14 со знаком минус. В Нижнеленских 12-9 градусов холода. В западных районах минус 8, минус 6. В Колымандигирской группе улусов температура воздуха была до минус 17 градусов, в Янских до минус 19. На северо-западе 24 градуса ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 5 градусов. Признанным флагманом золотодобычи является Алданский район. А в годы Великой Отечественной войны труженики тыла сдали государству 16 тонн золота и других полезных ископаемых. В 2021 году Алдану было присвоено звание города трудовой славы. И сегодня традиции самоотверженного труда продолжаются. Галина Заларева отдала золотодобывающей промышленности 2 десятка лет. Она работала на золотодобывающих драгах и в карьерах. Воспоминаниями о трудовых буднях Галина Николаевна поделилась с Татьяной Вахниной. Заслуженный отдых для Галины Заларевой вовсе не означает состояние покоя. Без дела она не сидела никогда. И в 9 утра Галина Николаевна уже на рабочем месте. Она трудится в районном доме культуры. Почти 20 лет стажа Галины Николаевны оказались неразрывно связаны с романтикой тяжелого труда. Так она рассказывает об основном периоде своей трудовой деятельности. Галина Николаевна работала пробоотборщиком на золотодобывающих драгах и в карьерах. Брали пробу, прям совком черпали, без ртути отмывали. Совочек был весь в значках вот этих вот золотых. Там же в ручье отмывали, там и в какой-нибудь канаве, где речка, вот так вот отмывали мы. Мы отмывали с ртутью, отжигали в совочках на плитке обыкновенные и передавали уже геологам. К работе на 41-й драге юная Галя приступила в 1979 году. Над выбором профессии особенно не задумывалась. Основную роль сыграли рассказы знакомых, всю жизнь отдавших промышленности. Галина выросла в поселке Нижнесталинске, ныне Ленинском, основную часть населения которого составляли шахтеры. Таким образом, впечатляющих примеров хватало. О выбранном пути девушка не пожалела. Ее рабочий день длился 12 часов, но труд не был в тягость. Уроки первых наставников Галине запомнились накрепко, а коллектив всегда был второй семьей. Доводчики научили меня доводить золото, и я вот научилась и работала в последнее время доводчиком. Уже не с полоскателем-доводчиком. С друзьями и коллегами Галина Николаевна нередко делится воспоминаниями о труде на золотодобывающих участках. Работа с почвой предусматривала определенный алгоритм действий, а в отборе проб льда требовалась особая сноровка. Пробоотборщику есть что рассказать.
Лед резали мы весной. Потом, значит, подходил бульдозер. Трос привязывали к льдине рабочие и вытаскивали льдину на берег. Труженик золотодобывающей промышленности бывшим не бывает. Это прежде всего характер, сила воли, выносливость и безграничная преданность своему делу. Что это люди, во-первых, очень смелые, трудолюбивые, активные. И несмотря на трудности, они никогда не сдавались. Вот разговаривая с нашими ветеранами, я всегда удивляюсь тому, что они оптимисты. Отзывчивая, доброжелательная, активная оптимистка. Так Галину Николаевну характеризуют коллеги. К тому же она обладает творческими способностями. Пела Галина с детства, на сцену выходит и сегодня. Как с сольной программой, так и в составе хора ветеранов Алдана. Ну, Галину Николаевну я знаю давно, потому что мы с ней живем в одном поселке Ленинский. Я еще знаю ее тогда, когда она работала в прииске Ленинский. У нас был клуб, в который мы с удовольствием, да мне кажется, и город Алдан всегда приезжал к нам в клуб. У нас был очень большой хор. Сейчас она принимала участие в конкурсе «Почти один в один». Она играла у нас Зыкину. И зрители были поражены, насколько она вжилась в образ. Сыновья Галины Николаевны уже взрослые. Старший трудится на золотоизвлекательной фабрике в поселке Нижний Куранах. Младший сын предпочел совсем другой профессиональный путь. Он учится в техникуме культуры. Однако погрузиться в атмосферу романтики тяжелого труда юноше довелось. Он сыграл роль в фильме якутского режиссера Петра Хики «Холодное золото». Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Друзья, ну что, мы сейчас подошли к тому моменту, когда можем поговорить с нашим гостем о рынке недвижимости. У нас сегодня в студии генеральный директор акционерного общества «Специализированный застройщик Республиканское ипотечное агентство» Владимир Владимирович Трегубов. Доброе утро. Доброе утро. Владимир Владимирович, сколько сегодня стоит квадратный метр? Вопрос такой, знаете, актуальный, все переживают в связи, да, с последними обстоятельствами. Ну и, конечно, как повлияли зарубежные санкции на строительство многоквартирных домов? Да, безусловно, санкции повлияли, внесли свои коррективы. Так это ощутилось в том числе на строительной отрасли. Это произошло увеличение стоимости материалов, работ, оборудования. Но также есть позитивный момент, да, цены начинают потихоньку стабилизироваться. Также существенно сказывается оказываемая государством поддержка по ипотеке, ну и вообще строительной сферы. А скажите, вот есть все-таки увеличение стоимости, вот есть какая-то причина, да, ну, вот, определенная, и есть ли возможность удерживать как-то цены? Ну, вообще резкое увеличение стоимости, конечно, произошло в начале года, да, в свете последних событий. Однако на сегодняшний день, как я уже сказал, наблюдается такая тенденция, то, что цены начинают потихоньку у нас стабилизироваться. Да? Но будем надеяться, то, что все, так скажем, вернется, как было. Да? В основном, конечно, чувствуется повышение стоимости на такие материалы, как оборудование, это лифтовое оборудование, отопительное оборудование, потом также пиломатериалы, ЖБИ, ну и так далее. А вообще вот сейчас, если посмотреть по, ну, конкретно, например, город Якутск, да, например, это центр, да, центр города, вот примерно средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья сейчас сколько составляет? Ну, средняя рыночная стоимость сейчас, конечно, колеблется в разном диапазоне, так как есть это и новостройки, и вторичное жилье. Но в целом нам, конечно, удалось, ну, сейчас я могу говорить в частности за нашу компанию, да, нам удалось сдержать цены по продаже квартир 2021 года. Так, на сегодняшний день у нас есть коммерческая продажа квартир в квартале «Звездный» в районе ДСК. Стоимость получается от 95 до 115 тысяч за квадратный метр с отделкой под ключ. Вот мы поговорили о том, что все-таки строительные материалы подорожали, да, а получилось ли вот это вот импортозамещение у нас уже, да, и мы уже применяем наши отечественные товары? Ну, при проектировании наших домов, которые мы сейчас строим, у нас было выбраны преимущественно российские материалы, за исключением, конечно, только отопительного оборудования, это было импортное, но в свете последних событий мы быстро перестроились, так как импортозамещение, конечно, развивается, выбраны российские аналоги данного оборудования, которые по качеству не уступают нисколько импортному, ну и в целом идем дальше. А есть ли какая-то, и вообще какая поддержка оказывается со стороны, например, региональных властей? Ну, со стороны региональных властей действительно оказывается очень большая поддержка. Так, у
Стили процедуру прохождения экспертизы, проектной документации, соответственно, получение разрешения на строительство, разрешение на ввод. Также сняты излишние административные барьеры. Помимо этого, также есть механизмы, присутствует инфраструктурного меню. Так, к примеру, это льготное финансирование строительства социальных объектов, дорог, инфраструктуры, ну и так далее. То есть работа ведется, да? Работа ведется полным ходом, да. Владимир Владимирович, подскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот все-таки вернемся ли мы к нашей прошлой жизни и будут ли квартиры стоить столько, сколько вот они стоили, ну, вот примерно там год-полтора назад? Или все-таки мы уже перешли на новый уровень жизни? Нет, ну, конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо, и я надеюсь, что так оно и будет. Ну, и я думаю, все мы надеемся, хочется верить в лучшее, но я думаю, все будет только хорошо. Хорошо. А вот какие сейчас на данный момент объекты представляет ваше агентство? Ну, сейчас на данный момент мы активно застраиваем квартал «Звездный». Это в районе ДСК, то, что мы с вами говорили, да? Так, в прошлом году мы приступили к строительству первых 7 домов. Преимущественно эти дома будут под переселение граждан с ветхого аварийного жилья. Помимо этого, также мы строим по программе переселения в городе Ленске 2 дома. Все эти объекты должны быть и будут введены в конце этого года. Также в этом году мы начинаем строительство 15 многоквартирных домов в квартале «Звездный». Помимо этого, социальная тоже инфраструктура. Это строительство детского сада, школы, поликлиники, ну, дорожной инфраструктуры. То есть «Звездный» это, получается, будет такой целый огромный, большой да. микрорайон, да? Да, это такой, как можно сказать, город в городе. То есть делается все для удобства граждан, чтобы было удобно и комфортно проживать. Площадь данной застройки составляет 68 гектар. Будет проживать порядка 11 тысяч жителей. Квадратных метров там у нас ожидается 265 тысяч квадратных метров жилья, помимо социальной инфраструктуры. Также применены там новые методы застройки и технологии. Это то, что требует КБ-стрелкой, ну и так далее. Это дворы без машин. Также у нас применяли, значит, и иностранные архитекторы совместно с нашими, потому что у нас же есть условия вечной мерзлоты, которые не все с этим знакомы, поэтому мы здесь сделали такой некий микс. То есть микрорайон «Звездный» будет вот прям-таки звездным, да, наверное? Особенно интересны дворы без машин. Я думаю, что получится. Да, получится. Мы благодарим вас, что посетили наш утренний эфир. Конечно, желаем вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно, доброго утра. Спасибо большое. Доброго утра. Друзья, нам встретимся буквально через пару минут. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Сейчас блок новостей. Вакцины работают, и вакцинация – это не только право, но и коллективная обязанность. Под такими лозунгами стартовала традиционная неделя иммунизации. Жители республики приглашают привиться в поликлиниках по месту прикрепления. В Минздраве сообщили, дополнительно к национальному календарю прививок в региональный календарь включены вакцинация против гепатита а также вакцинация детей из групп риска против пневмококковой инфекции и ветряной оспы. С прошлого года активно проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции. Более 6 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Якутске. Об этом сообщил мэр Евгений Григорьев. Мероприятие приурочили ко Дню Республики и проводят уборку в рамках трехмесячника по санитарной очистке города. Во всех округах уборки начались 14 апреля и будут проходить еженедельно до 30 сентября. Из-за пандемии 2 года подряд субботники не проводились. В этом году у горожан снова появилась возможность внести свой вклад в чистоту и благоустройство столицы. Уборка прошла во всех 7 кварталах, которые относятся к городу. Это и образовательные учреждения, медицинские и коммерческие структуры. Мы по традиции в Губинском округе организовываем, сначала проводим на площади Победы общую такую встречу, так скажем, напутствие, и далее наши все организации принимают участие по очистке квартальных территорий. Сегодня у нас вышло более 50 организаций. Это учреждения всех форм собственности, это и частный бизнес, социальные учреждения, общественные организации, старшеклассники и студенты. Поэтому наша задача сегодня максимально привести в порядок ко Дню Республики, к главным событиям, которые мы
мы ожидаем. Это День Республики, 1 мая, 9 мая. Между тем, к благоустройству столицы республики подключают школьников. Продолжается неделя научно-технического и цифрового образования детей. Якутск, IT, столица России. Провели второй городской хакатон по благоустройству. Он посвящен 390-летию Якутска и столетию ЯССР. Всего 20 команд прошли отборочный тур. В финал вышли 8 из них. Финалисты защитили свои проекты перед жюри, председатель которого мэр города Евгений Григорьев. Ребята проектировали варианты сквера на выделенном участке. Результаты хакатона огласят на торжественном закрытии недели Якутск IT столица России. В этом году департаментом градостроительства был выделен один участок на территории Гемеин площадью 3000 квадратных метров. И в течение 2 дней дети разрабатывали проекты по благоустройству этого сквера. Было задано 3 темы. Это сквер детства, сквер оптимизма и экологичный сквер. Участниками выступили дети с 5 по 11 классы школ города Якутска, также учреждений дополнительного образования. Мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас есть утреннее сообщение от нашего телезрителя. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, нашу самую милую, скромную девочку Дьячковскую Алину Михайловну с днем рождения. С пожеланиями крепкого здоровья, больших успехов в работе и огромного личного счастья. Мы тебя очень сильно любим. Твои родители, брат и сестренка. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и поздравляем Алину Михайловну с днем рождения. Ну а сейчас поговорим мы с вами о красоте. И наши коллеги подготовили сюжет, где они расскажут о том, как и из чего можно сделать косметику. При производстве косметических средств используются природные компоненты различных растений, в основном из Краснодарского края и Северного Кавказа, потому что именно флора этих регионов страны уникальна не только по своей разновидности, но и химическим составом. Мы создаем натуральную косметику, используя различные экстракты, вытяжки, масла. Все натуральное. Например, на основе мухоморов создают мазь, которая считается эффективным средством при болях в суставах, варикозе, радикулите и остеохондрозе. Также грибы применяются в косметологии. Просто мы углубились в историю, что мухоморы, оказывается, очень полезны для кожи. И потом уже разработали саму технологию, как именно можно применять, чтобы данный вид актива, он усваивался в кремах, в мазях, чтобы он именно работал. Технолог рассказала, что компания расширяет ассортимент товаров за счет создания новых линеек для ухода за лицом и телом, лечебных средств, мужской косметики и продуктов здорового питания. Мы хотим очень заменить вот этот иностранный сегмент на натуральную косметику, доказать, что с помощью натуральной косметики мы можем добиться того же результата, что и химии, скажем так. Также она добавила, что фабрика полностью не зависит от иностранного рынка, поскольку использует в производстве российские аналоги и природные компоненты. Сейчас представительство компании находится во многих крупных городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. По словам сотрудников, недавно началось строительство новой фабрики в Краснодарском крае, что в дальнейшем позволит предоставить больше рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот тебе и импортозамещение, да, действительно, уже производят даже такую интересную косметику. Ну, будет возможность, можно будет и попробовать, да? Обязательно. Ну и, конечно, продолжая эту тему, друзья, сейчас у нас уже наступает весна, соответственно, те дачники, кто особенно сажает огород, выращивает цветы, я думаю, для вас будет очень интересен следующий наш сюжет. Поговорим мы о луковичных цветах, как их посадить без хлопот весной. Полезные советы для дачников предлагает опытный садовод Маргарита Карпова вместе с ведущей Юлией Михайловой. Вот как мы их покупаем, и оттуда как мы их распакуем, и как мы с ними, что мы с ними должны делать. Потому что там поступает любой материал, и непонятно, что мы можем получить оттуда. Вот тут, например, я взяла луковицы, они уже как бы подсохшие, но они уже вот в рост идут. Они уже идут в рост. Можно посадить все-таки? Да, их можно посадить. Можно. Мы их вот сейчас будем замачивать. Жалко, конечно. Давайте. Замачивать будем. Начнем. Так, мы теперь капаем. Вот теперь будем отмерять вот этот Максим. Это стерилизатор.
обрабатываем от гнилостных бактерий, вообще от болезней от всех. Я их туда вот замачиваю. Я покупаю землю обычную. Мне понравилась универсальная, там немножко всяких добавок побольше всего, но она немножко жирновата. Я добавляю туда по возможности песок, так, чтобы земля видно было, что там песок есть. Теперь мы займемся также пол-литра. Теперь мы возьмем, ой, где он у меня, вот циркон. Так, циркон. Это циркон поднимает иммунитет растений и усиливает корнеобразование. Мы его ускоритель роста и укоренения. Вот в основном важное у растения что? Корень, чтобы он... Корни. Капель капаем тут. 2, 3, 4, 5. Главное не перелить, потому что раствор очень концентрированный. Концентрированный, да. Его лучше не долить. Да. И мы вот их замачиваем, чтобы они... Опять снова замачиваем, да? Замачиваем их сюда. Все, теперь мы займемся вот этим... Землей. У нас вот тут уже в горшочках она готовая. Так, и вот теперь мы садим. Будет неправильно, если мы сразу посадим на землю. Потому что вот эта земля, как бы, она и более плотная, и задерживает развитие корней, и луковицы могут загнивать. Ложим песочек, кладем, и теперь мы вот эту вот... И теперь мы вот эту вот луковичку берем, ложим, минимум 2 часа. Ложим на песок. Если мы ложим на землю, вот уже зачатки корней есть, они просто задохнутся, и она опять же загнивает на песке. А песок, он воду, влагу лишнюю пропускает. То есть мы не втыкаем прям вот, а вот просто кладем. Мы сейчас еще засыпем. Еще и засыпем, да? Мы еще это и засыпем. Так. То есть чисто вот на песочек. Так, все, на песочек. Мы их немножко еще песком, чтобы возле них подушка была такая влагопроницаемая, легкая. Я подсыплю везде песочек. И сейчас вон из тазика, мне тазик подадите, мы сюда просто насыпем. А это вот земля какая у нас здесь? Земля, вот посмотрите, друзья мои. Тут она с песком и тоже такая, чтобы рыхлая была. И вермикулит тут написано сыпан, и еще то есть это универсальная почва, да, у вас? Да, универсальная, я универсальную покупаю. Вот. Засыпаем, можно глубоко засыпать, потому что им там лежать. И самое главное, вот земля у меня влажная, не торопимся поливать. Так, и вот теперь вот у нас возникать будет, мы же ее не можем поливать, чтобы она, пока корней нету, луковица загниет. Ну, если мы чувствуем, вот проверим, подсыхает, я немножко сюда воды наливаю, и астматически как бы вот этот... Вот поддон. С поддона вода немножко туда поступит, вода, она поступит именно к корням, к донышку поступит, чтобы растение уже начало пытаться искать там воду, влагу. Сверху я их не поливаю. Теперь вот как бы я их не тороплюсь ставить в тепло. Нам для не важно, чтобы они вот сейчас мгновенно проросли. Многим растениям, особенно те, которые вот луковичные, они же должны как бы зимовать. И они более охотно проращивают свои корни, набирают, когда прохладно. Не жара, а прохладно. А мы накрываем пленочкой? Ну, накроем пленкой и поставим их в прохладу, пока не появится. Солнце важно? Нет, сейчас не важно. Сейчас не важно. Оно их перегреет, и это не очень... не очень хорошо. Я их ставлю в тень, накрываю и ставлю в тень. Появляется здесь, наклевывается, вижу уже, начинает расти. Тогда начинаешь усиленно поливать и на солнышко. Потому что они уже живут, они уже живые. Вот этот момент нам все хорошо объяснили. Эта рубрика стала уже любимой у многих наших телезрителей. Действительно, сад и огород – это такая очень интересная тема, и о ней можно говорить часами. Да, действительно, связана она, конечно же, с дачным сезоном. Да. А вообще ты сам дачник, Руслан? Я, на самом деле, нет. А знаешь ли ты, за что можно получить штраф на своем же, кстати говоря, дачном участке? Ну, я слышал так вот обрывками, что, по-моему, вот точно штраф можно было получить за неправильные шашлыки на даче. А еще есть такое понятие, как льготы для дачников, действительно. Ну и, конечно, самое главное, как все правильно оформить документально. Для этого мы обратимся к нашему юристу. Доброе утро, дорогие друзья! Итак, весна, все цветет. Ну, почти, пока только на окошке, но скоро уже можно выбираться на дачу. Ну, а если вы любите на даче бывать и зимой, но препятствием этому является холод, то
я хочу вас порадовать. Теперь можно подключиться к электроэнергии без согласия СНТ. Да, вы имеете право обратиться к сразу снабжающей организации. При этом сетевая компания, выполняя заявку, теперь обязана довести электроэнергию до границ дачного участка, а не до границ СНТ, как это практиковалось ранее. При этом сохраняется льготный тариф для подключения 550 рублей. Но нужно учитывать удаленность от источника энергии, там могут быть немножко другие рассчитываться тарифы. Таким образом, у дачников появляется возможность подключиться к электросетям напрямую, заключив отдельный договор с электрокомпанией. Это позволяет не зависеть от других членов СНТ, не платить по их долгам. К заявке нужно приложить справку или книжку участников СНТ, а также документы о технологическом присоединении СНТ к электросетям. То есть обращаемся в СНТ, берем документы о том, что вы являетесь его членом, берете документы о том, что у них все оформлено для подключения к электросетям, и смело идем в электроснабжающую компанию подавать заявку. И у нас будет электричество, а значит, на дачу можно приехать гораздо раньше. Ну, а вторая новость менее хорошая. Дорогие друзья, нужно проверить ваши документы на дачный участок. В наступившем году владельцу дачных участков следует также обратить внимание на то, какие документы на владение у него имеются. Например, дачный участок поставлен на учет в Едином государственном реестре, и у хозяина есть выписка об этом. А вот документы, подтверждающие право собственности, не имеется. Чтобы понять, правильно ли оформлен у вас дачный участок, берем выписку из ЕГРН и читаем. Если в строке статус записи об объекте недвижимости указано «временный», следует побеспокоиться, поскольку с 1 марта будут исключаться временно учтенные объекты. Нужно его срочно дооформить. То есть временные объекты, они существовали до 2015 года, когда было разделение о государственной регистрации недвижимости, то есть кадастровый учет был отдельно от учета права собственности. В 2015 году их объединили и дали время для того, чтобы все успели внести изменения. Поэтому, если у вас временно учтенный земельный участок, необходимо дооформить документы. Ну а здесь поможет дачная амнистия, которая действует до 2031 года. Поэтому поспешите, посмотрите свои документы. Если чего-то не хватает, обращаемся в многофункциональные центры с документами. Нам всего нужно, получается, техплан на владение, и кадастровый инженер его может подготовить, и правоустанавливающие документы на владение. То есть всего 2 документа, и по дачной амнистии можно оформить ваш земельный участок. Хорошего дачного сезона всем! Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный день ДНК. В знак признания важности генетики научных достижений, сделанных в этой области. Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Моррисом Уилкинсоном и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Какие события еще происходили в этот день, давайте узнаем из нашей рубрики. На календаре 25 апреля. Сегодня отмечают День дочери, День ДНК, Международный день делегата, Всемирный день борьбы с малярией, Всемирный день пингвинов и День чувашского языка. По народному календарю Василий Парильщик. На Василия весна землю парит, подмечали крестьяне. Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах, поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Этот день в истории. В 1792 году во Франции введена казнь при помощи гильотины. Установленное на площади устройство в тот же день, 25 апреля, успешно выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику с большой дороги Николя Жак Пелетье. Применение гильотины было запрещено лишь в сентябре 1981 года, когда во Франции была отменена смертная казнь. В 1895 году в этот день подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III, ныне Государственный русский музей. Сегодня Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Один из крупнейших центров культурно-просветительской и научно-методической работы, курирующий деятельность 260 художественных музеев России. В 1934 году принято постановление о переводе Академии наук Советского Союза в Москву.
Решение о переводе из Ленинграда в Москву было принято с целью дальнейшего приближения всей работы Академии наук к научному обслуживанию социалистического строительства. В 1942 году, ровно 80 лет назад, основан Московский монетный двор Госзнака. Сегодня Московский монетный двор – государственное предприятие, работающее в системе Министерства финансов России. С 1995 года предприятие входит в состав объединения Госзнак. Основные заказчики продукции предприятия – Центральный банк России, российские министерства, ведомства, крупные корпорации, а также частные лица. В 1945 году в этот день завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск. В ходе нее были проведены Инстербургская, Млавско-Эльбинская, Хейльсбергская, Кёнигсбергская и Земландская фронтовые операции. В результате за 3 с небольшим месяца части Красной армии прорвали фашистско-немецкую оборону и вышли к Балтийскому морю. В этот день родились Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, нобелевский лауреат. Семен Буденный, советский военачальник, герой гражданской войны, маршал Советского Союза. Василий Соловьев-Седой, советский композитор-песенник, народный артист Советского Союза. Элла Фиджеральд, американская джазовая певица. Арутюн Акопян, советский российский артист эстрады, фокусник, народный артист Советского Союза. Юрий Яковлев, советский российский актер театра и кино. Аль Пачино, американский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Владимир Жириновский, советский российский государственный и политический деятель. Владислав Третьяк, советский хоккеист, 3-кратный олимпийский чемпион, общественный деятель России. Именины сегодня у Василия, Давида, Ивана, Марии, Марфы и Сергея. Вот такие замечательные даты и события, да. И, кстати говоря, вот постоянные рубрики – это очень хорошая такая традиция добрая, да. Я, например, всегда слежу за одной из самых моих любимых рубрик. Я сейчас попробую угадать, и я думаю, что многие из наших телезрителей тоже ждут эту рубрику. Называется она «Гороскоп». Овен. Постарайтесь избегать конфликтов. С вашим темпераментом это будет сложно. Не стоит подписывать долгосрочные договоры. Обязательно как следует отдохните в выходные. Лучшим решением будет спокойное времяпрепровождение с семьей на даче. Телец. Романтические переживания будут толкать вас на нестандартные поступки. Возможно, провокационные. Вы сами будете удивлены. Самое время снять розовые очки и посмотреть на любимого человека реальным взглядом. Близнецы. Вы хотите полной свободы, и не исключено, что странная сила толкнет вас на авантюры. Возможно, в выходные вы, наконец, избавитесь от долгой, утомительной и обременительной любовной связи. Рак. Рутинные семейные дела будут занимать все ваше время. Вы столкнетесь с теми обстоятельствами, над которыми не властны. Солнечное затмение спровоцирует вас на опрометчивые поступки. Будьте осторожны. Лев. Вам нужно срочно реализовать все ваши рационализаторские идеи, внедрить новые проекты в рабочий процесс. Постарайтесь внимательно отнестись к информации, которая поступает от деловых партнеров. Дева. Всю неделю вы будете проявлять пассивность и скованность. С одной стороны, это хорошо, вы убережете себя от проблем, но с другой стороны, люди могут вас использовать. Отнеситесь ко всему происходящему внимательно, чтобы избежать несчастных случаев. Весы. Финансы вашего партнера принесут вам дополнительную прибыль, но не спешите тратить эти деньги. Сохраните их. Некоторые события принесут глобальный характер. Вам будет о чем подумать и где навести порядок. Скорпион. Винить окружающих во всех бедах проще простого, но это не поможет вам улучшить вашу жизнь. Вам необходимо навести порядок в своей любовной жизни и разобраться с совершенными ошибками. Стрелец. Не сидите на месте, если хотите сделать карьеру. Выступайте с предложениями, будьте активны. В кругу семьи старайтесь сдерживать свое самолюбие и амбиции. Козерог. Личный успех вам гарантирован. Используйте тайную информацию. Будьте крайне осторожны в финансовых делах, внимательно читайте все документы, возможны встречи, от которых будет многое зависеть в будущем. Водолей. Вам выпадет возможность улучшить свое финансовое положение. Не упустите этот шанс. Обратите внимание на свое окружение. То, что сейчас с вами происходит, поможет вам в карьерном росте. Рыбы.
Чем скорее вы разберетесь с делами, тем скорее вам можно будет расслабиться. Не бойтесь оказаться в центре внимания, если вам нужно устроить личную жизнь. В выходные расширится ваш круг знакомств и появятся новые возможности. Нерюнгринская общественная организация «Саха Аймах» презентовала интересный передвижной проект «Мир Саха». Благодаря этому проекту теперь о культуре и традициях народа Саха можно узнать везде. Действительно, проект стал победителем фонда президентских грантов, и теперь предстоит его дальнейшая реализация. Ну а сейчас мы предлагаем узнать о мире Саха поподробнее. Мы очень много говорим и гордимся тем, что наш район, он многонациональный. В нем проживают представители более 101 национальности. И все они сохраняют свою самобытность. В этом направлении очень хорошо работает общественная организация «Саха Аймах», которая, собственно, для того, чтобы рассказать всем остальным представителям других национальностей о своем народе, о культуре, о традициях своего народа. И подала заявку на президентский грант. Сумма гранта президента Российской Федерации составила 500 тысяч рублей. На эти средства закуплена палатка, которая представляет собой балаган с традиционным якутским убранством, предметами быта, атрибутами. Она и почему и называется передвижная? Потому что мы можем в любом месте выехать со своим балаганом и в любом месте выставиться и показать, вот именно и рассказать о быте, о культуре нашего народа Саха. В рамках реализации проекта на различных площадках, включая открытые пространства, будут проводиться образовательные мастер-классы по изучению разговорного якутского языка и обучению игре на хамусе, ритуальные обряды алгыс и кумысопития, участие в календарных национальных праздниках. Ну вот, например, обряд кумысопития. Я первый раз его увидела так вблизи и даже поучаствовала и попробовала кумыс, замечательный напиток. И очень много узнала о обычаях и нашей республики, народа Саха, населяющего нашу республику. И я давно живу в Якутии, восхищаюсь этой культурой. К празднованию столетия республики нерюнгринцам впервые были представлены экспонаты передвижного павильона. Здесь же была организована выставка мастеров и проведены мастер-классы по изучению традиционного фольклора Саха, исполнения хороводного танца осохой, игры на национальных инструментах, настольным играм, исполнения национальных песен и танцев. В дальнейшем проект планируется развивать путем расширения экспозиций и географии выездов за пределы района. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Всегда действительно, когда смотришь такие сюжеты, еще раз понимаешь, какая богатая традиция у народа Саха. И очень приятно, что вот такие события происходят очень-очень часто. А сейчас самое время перейти к новостям культуры. Утро всегда будет добрым, если оно начинается с хороших и интересных новостей. С вами «Культурные новости». Здравствуйте! В Якутске в рамках празднования 130-летия известного композитора Марка Николаевича Жиркова и столетия Якутской АССР состоялась премьера национальной оперы «Сыгай Кырнастыр». Опера поставлена силами художественной самодеятельности Вилюйского улуса, Национального театра танца имени Кылола, художников Саха-театра имени Платона Алексеевича Аюнского. Всего участие в постановке оперы приняли 120 человек. Как отметил министр культуры Юрий Куприянов, эта постановка является новой страницей в истории музыкального и певческого искусства. Народная опера «Сыгай Кырнастыр» выходит на федеральный уровень. Уже 27 апреля вилюйчане представят свою оперу московской публике на сцене Московской консерватории имени Петра Чайковского. Национальный художественный музей совместно с Союзом художников Якутии приглашают на выставку «Сетюдников
по миру, которая открывается 21 апреля. Всего в экспозиции представлено 55 произведений 36 авторов. Концепция выставки достаточно интересная. Известные якутские художники представляют этюды с видами нашей республики и зарубежья, а в работах российских и зарубежных мастеров отражены пейзажи Якутии. Необычность выставки придали авторские пояснительные тексты картинам, что усиливает линию взаимодействия зритель-художник. Сразу 2 театра стали победителями 7-го регионального конкурса «Полюс. Золотой сезон». Первое место занял театр юного зрителя со спектаклем Александра Тетигирова «Хроники безумия» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Второе место досталось Мирнинскому театру со спектаклем Лизы Бондарь «Азор» по повести Дмитрия Мамина-Сибиряка. Всего по итогам конкурса грантовый фонд в размере 6 миллионов рублей достался 6 театрам из Красноярского края, Республики Саха-Якутия, Иркутской и Магаданской областей. На экспериментальной площадке Государственного театра оперы и балета имени Соруна Омоулано стартовал проект «Уроки МХК». Это образовательный проект театра с инновационным подходом к привлечению молодежной зрительской аудитории. Новизна данного проекта в том, что в нем гармонично соединяются визуальное и музыкальное искусство, погружает зрителя в виртуально-музыкальный художественный мир. Первый концерт цикла открылся оркестровой сьютой Мусорского «Картина с выставки», соединенной с красочными иллюстрациями живописи художников разных эпох, раскрывающих, углубляющих содержание музыкального произведения. На этом наш выпуск завершается. Всего вам доброго, до новых встреч! Благодаря фильму «Мой личный дракон» и проекту «Динозавры вечной мерзлоты-2020» Якутия имеет шансы стать не только родиной мамонта, как ее принято называть, но и землей полярных динозавров. Региональное брендирование, способное принести реальную пользу местной экономике, в хорошем смысле это современное мифотворчество. Именно так считает наш следующий гость. У нас в студии Дора Балданова, исполнительный директор Фонда развития культуры Якутии, руководитель агентства развития таланта «Арт Север». Доброе утро. Доброе утро. Мы все-таки видели этот фильм, да, «Мой личный дракон». Вот расскажите вообще, что за проект и вот как происходило вот все вот эти съемки, съемочный процесс, насколько это интересно и кто принимал участие? Я немножко предыстории начну. Вообще первого динозавра нашли в 60-х годах. Потом с 2000-х годов, благодаря учителям Хоринской школы, дети начали ходить в экспедиции и находить кости мамонтов. Далее режиссер этого фильма Мила Кудряшова, она сама увлекается палеонтологией, она узнала об этом и начала снимать об этом фильм. И вот она привезла с собой экспедицию Санкт-Петербурга и Германии, и они поехали в Хоринский наследник, и там проводили раскопки. И во время съемок фильма, и во время этих раскопок они нашли бедро динозавра. И, к сожалению, они не смогли вытащить это, вручную никак не вытащить, и тем более туда труднопроходимые места. Там только на самодельном этом вездеходе они туда доезжают, и вот эта вот кость до сих пор лежит до лучших времен. Ну, то есть динозавры там были? Да, они там есть и до сих пор лежат под грунтом. Вот такой, да, интересные такие исторические находки, да. Этим занимаются сейчас также дети или все-таки уже перешли как бы на серьезный уровень и приезжают специалисты? Пока еще на серьезный уровень он не перешел, но есть человек, который очень этим увлечен, который, когда в каком году я точно не скажу, но когда нашли вот первые кости, он узнал об этом и сам поехал туда, потому что они пометки поставили, нашли какую-то кость возле какого-то огромного дерева, и оно лежит. И вот этот вот палеонтолог, он пошел туда искать. И после этого вот они с детьми туда ездили. Сейчас дети тоже ездят, ищут.
А вообще фильм «Мой личный дракон» — это больше такая креативная документалистика, и вот отличается немножко от стилистики, допустим, привычных, допустим, фильмов, да, от Discovery, тех же, допустим, Channel или BBC. Да, кстати, там и любовь есть, там и вот мистика есть, где девушка даже вот видит дракона в обличии человека. Очень интересный фильм для всех возрастов, мне кажется. И для детей интересен тем, что, возможно, будущие дети захотят в будущем стать палеонтологами и так далее. Скажите, а какие вот впечатления остаются после просмотра этого фильма? Ну вот, если честно сказать, я сама родом из Сымтара, и действительно я знала только то, что у нас мамонты есть. И то, что есть динозавры, я узнала после фильма. Мне, конечно, это не очень хорошо, но узнала после фильма. Года 2 назад. И у меня действительно были такие ощущения, то, что Якутия не только недра, да, не только мамонты и носороги, но и динозавры. Вот мы сейчас видим кадры, да, из этого фильма. Мы знаем, что 28 апреля в Покровске пройдет именно показ этой картины в школах, да. То есть мы все-таки хотим как-то детей приобщить больше, да, к этой теме, чтобы, как вы говорите, может быть, из них выросли будущие историки, палеонтологи, да? Для чего вы советовали бы посмотреть этот фильм? Как раз-таки сегодня показ идет в Намском Улусе. Работники Музея музыки и фольклора уже туда выехали. Ну как, чтобы дети знали. Вот мы показываем в Мархинской школе. И после этого у нас было интервью с детьми. И они говорят, тоже не знали, то, что есть динозавры. И что это очень интересно. И это, оказывается, не там где-то за горами, а это у нас. И поэтому он какой-то очень хороший интерес вызывает. И действительно, вот мы сейчас Намсы, потом Покровский, потом осенью уже Вилюйская группа улусов, начиная с Горного Улуса. То есть обхват такой будет широкий, да? Широкий обхват. И основной показ мы пока планируем ДК Гагарина. И мы, конечно, хотели бы пригласить туда на показ те, которые еще не видели, потому что в свободном доступе его нету. На Иви можно скачать платно. А скажите, а как происходит, вот, допустим, премьера фильма? Показывают ли какие-то, например, примеры, например, кость динозавра, например, детям перед фильмом? Нет, костей мы с собой не возим. Это, наверное, слишком очень ценный, да, материал? Да. Главная героиня ездит, рассказывает, как она туда попала. И рассказывает, как съемки шли, там викторина идет. И вот так, в таком роде. И показ фильма. Ну, то есть есть перформанс, да, некий. Это здорово. Но, кстати говоря, идея возить с собой кости, мне кажется, это у вас в будущем будет, да? Хотя бы какие-то частички, да, чтобы вот прям уже можно было ощутить и потрогать, да, всю эту историю вековую. Ну, и вот мы поговорили, а самое главное, хрон-то какой? Интересно, это все-таки короткометражный фильм? Сколько минут идет фильм? Нет, 45 минут. Вот фильм так. Длинный, да. Интересно, сюжетная линия есть. Да. Спасибо большое, Дора. Мы вас благодарим за то, что вы сегодня украсили наш эфир. И, конечно же, желаем вам удачи в вашем труде. Ну а мы поговорим о творчестве. Якутский певец Алексей Егоров Эркён собрал полный зал в Москве. Концерт прошел с оглушительным успехом. Он выступил на сцене Москонцерт-холла с абсолютно новой программой «Концерт для своих». Давайте посмотрим самые яркие моменты этого вечера. Сильный и неподражаемый голос, тонкое и чувственное исполнение. Так может петь только Алексей Егоров Эркён. Новый репертуар артиста, как взрывной коктейль музыки. Для многих слушателей зажигательная смесь R&B, соула, поп-рока и джаза в исполнении якутского певца стала открытием. Хочется шагать вперед, хочется экспериментировать, хочется что-то создавать новое. Вот, и поэтому вот проект, который мы сделали, материал, который мы там подготовили, это совершенно новая страница тоже в нашей деятельности. И в эту новую страницу он вступил вместе с элитой российской музыки. За клавишами Кирилл Кузнецов, за ударными Станислав Проценко, за бас-гитарой Александр Князев. За плечами каждого выступление с ведущими, топовыми музыкантами страны. Теперь в первых строчках и Алексей Егоров.
Ну и, пожалуй, главная уникальность вечера не только в том, что Эркен выступает в окружении звездной команды, но и в том, что концерт проходит без фонограмм и без фальши. Все исполняется вживую. Вся гамма эмоций за один вечер. От ударных танцев до слез радости. Для якутян, проживающих в Москве, этот концерт стал большим подарком, связующей нитью с малой родиной. Концерт просто потрясающий. Я не думала, что столько энергетики такой будет джазовой. Выше моих ожиданий. Все понравилось. И лирический, и вот рок-н-ролл, и каверы. Эркен выступал очень хорошо. Вот рок-н-ролл ему очень, оказывается, идет. Очень приятно. Я вообще в восторге. Эркен планирует и дальше радовать своих слушателей. Впереди очередной проект и новые выступления. Мы будем делать еще новую программу, да. Как она будет называться? Рабочий вариант будет такой, Эркен Акустик. Мы хотим сделать такую программу акустическую. Вот, чтобы она не была шумной, она была такой релаксовой музыкой. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. К долгожданному первомайскому шествию в Якутске утвержден порядок построения колонн. Об этом сообщает телеграм-канал вице-премьер региона Ольги Балабкиной. Так, парад начнется в 11:00 и пройдет по улице Кирова. Улицы полностью перекроют с 8:30 утра. Трибуна разместится на площадке Дворца детского творчества имени Авдеевой. Также на Комсомольской площади с 14 до 16 часов горожан ожидают концертная программа и игровые площадки. Напоминаем, это первый парад в Якутске после начала пандемии. Как и раньше, шествие будут транслировать в прямом эфире наши каналы Якутия-24 и НВК Саха. На подстанции Намыв в Якутске построят новый причал для воздушных подушек. Об этом говорили на выездном совещании Минтранса. С 16 апреля после закрытия ледовых переправ с 202 и 203 микрорайонов в Нижний Бестях пассажиров перевозят суда на воздушной подушке. Всего примерно 30 единиц. Это Хивусы, Тайфуны и Нептуны-23. Но эти подушки, по словам жителей микрорайонов, мешают спокойной жизни. Поэтому причал поэтапно перенесут на территорию подстанции Намыв. В Красноярске стартовали 21-е молодежные дельфийские игры России. От Якутии направили делегацию из 60 человек. Состав сформировали Министерство культуры и Министерство образования и науки региона. В делегацию вошли школьники, студенты средних и высших учебных заведений. Якутяне заявлены в 16 номинациях, таких как дизайн одежды, духовые и медные инструменты, биоинформатика, дизайн одежды, поварское дело и другие. Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. В этом году из 85 регионов страны принимают участие более 2700 человек. «Шагать здорово» акцию, посвященную здоровью, провели в парке культуры и отдыха в Якутске. Участие в мероприятии приняли учащиеся, родители, учителя и выпускники школы номер 7. Акция проходит второй год и направлена на оздоровление и приобщение к здоровому образу жизни школьников. Так, участники проекта проходят определенную дистанцию скандинавской ходьбой. В этом году, по словам организаторов, мероприятие посвящено празднованию столетия якутской автономии. Целью нашего проекта это возложение венка нашему олимпийскому чемпиону Роману Михайловичу Дмитриеву в честь столетия республики. И выпускники школы будут проходить 100 километров дистанции скандинавской ходьбой. Хочу призывать всех школьников заниматься скандинавской ходьбой. Спорт на свежем воздухе – это здорово. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня.
Якутские ученые обнаружили новый минерал. Он называется амгаит. Находка принадлежит ученым Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук в соавторстве с коллегами якутсгеологии Ферсманского минералогического музея, а также геологами из Италии и Чехии. Новый минерал амгаит – это первое в мире природное соединение талия с теллуром. Минерал обнаружили на золоторудопроявлении Хохойское на правом притоке реки Амги в Алданском районе. Здорово, да? То есть очень интересно, новые минералы. Надо запомнить, амгаит. Да. Друзья, ну что, а в завершении нашего эфира хотелось бы зачитать одно поздравление, которое пришло к нам на прошлой неделе, но я думаю, что оно очень актуально и сейчас. Хотят пожелать счастливого пути танцевальному ансамблю АЛГ при Вилюйском профессиональном педагогическом колледже имени Чернышевского. Сегодня ребята с руководителями, сегодня это на той неделе, с руководителями выехали по маршруту Вилюйск, Якутск, Москва, Казань, Санкт-Петербург. Мы пожелаем им счастливого пути, незабываемых впечатлений. Пользуясь случаем, хотим выразить благодарность директору колледжа Алексееву Ивану Ивановичу за поддержку поездки наших детей. С пожеланиями родителей. Ну а мы присоединяемся, да, чтобы все выступления прошли на самом высоком уровне. Итак, мы напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире. И каждый день мы встречаем это утро с вами. Необходимо напомнить, что в среду нас ждет праздничный эфир. Будет очень много интересных моментов. Мы готовим интересный материал. Ну и, конечно, мы будем ждать вас в это же время на телеканале Якутия-24 в эту среду. Ведь это будет такое историческое событие. Да, и вас ожидает не только студия наша, но мы также будем делать прямые включение с исторических локаций нашего любимого города Якутска. Будут беседы с краеведами города Якутска. В общем, я думаю, что будет очень интересно, и вы много узнаете фактов из истории нашего родного города. Ну, а также, пользуясь моментом, хотелось бы вам предложить присоединиться к нашему телеграм-каналу. Нас уже там, по-моему, больше 100 человек, если я не ошибаюсь. Я даже, наверное, давайте посмотрю. 119 на данный момент. Включайтесь в нашу команду, там у нас ежедневно идут новости, ну и, конечно, через телеграм-канал вы также можете поздравлять ваших родных и близких со знаменательными датами. Чтобы подключиться туда, достаточно набрать «Утро Якутии» без пробела. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся завтра.